Всем привет! Сейчас я расскажу о игре Enslaved Odyssey to the West. Игра вышла в Америке 5 октября, в Европе 8 октября. Игра присутствует только на Xbox 360 и Sony PlayStation. У самого присутствует Xbox 360. Геймер так Владислав 24 КРСК. Сейчас в лайфе меня нету уже около 2 месяцев. Жесткий диск привезут и сразу в лайф, и можем сыграть любую игруху по лайфу. Ладно, отвлеклись и хватит. В игре два персонажа женского и мужского пола. Главный персонаж, за кого мы играем целую игру, его кличка Манки, обезьяна. И девушку зовут Трип. Трип — дамочка хрупкая, но хитрая. Пока обезьяна пытается прийти в себя после падения, она быстренько надела ему на голову ненавистный шлем и превратила в своего раба. На этом фоне раздается ее отчаянный голос: «Пока я жива, ты жив. Если я умру, не умрешь ты». Герой остается разве что несколько раз со злости долбануть стенку, ведь изменить уже ничего нельзя. Так они отправляются в увлекательное, полное опасности путешествие. Маленькая девушка и мускулистский мужлан — идеальная парочка. У персонажей мимика просто отлично проработана. Еще ни разу не видел в играх такую мимику. Если только в Ланойер, которая выйдет этой весной. Боевка в этой игре средняя. Есть два вида оружия, какой-то меч и стрелы, которые стреляют какими-то плазмами. Первая плазма синяя, ее работает убить соперника. То есть вы в него попали, и он встал, и не двигается, и не дерется. Даже не сопротивляется, а красная плазма убивает с одного выстрела. Воевать нам приходится против механизированной армии. Графика хороша. Хорошая прорисовка, детализация на высоком уровне. Внимание к деталям поражает. Каждый кадр насыщен сотнями мелких мазков, делающих картину живой и ярко. Сюжет не буду говорить, так как если расскажу, то вы позже начнете играть и пожалеете, так как еще не все прошли. Да и я тоже не все прошел, пока только на 8 чаптере, но игра захватывает и очень сильно. Да вот незадача, не сидеть же весь день за этой игрой. Надо и в другие поиграть, и погулять, и поработать. Плюсы: увлекательный сюжет, объемные герои, большой мир, интересные тактические возможности. Минусы: несколько унылые бои, необходимость повсюду таскать за собой Трип. Игре можно смело поставить 10 из 10, она этого заслуживает, а то и больше. Комментите, всем спасибо и пока.